У Бога, у Него есть особенное желание, я верю в это, чтобы все Его дети процветали. Вообще, вот нищета – это результат работы дьявола. Нужно знать, что за нищетой стоит дьявол. Люди страдают, люди умирают от голода, люди нуждаются в хлебе. Большинство людей вообще вот по всей земле, они находятся в какой-то нужде, в каких-то тяжелых обстоятельствах. Даже самые обычные люди, посмотрите, даже возьмите сегодня, да даже американцы или канадцы, и ты смотришь, все равно там кредиты какие-то, какая-то вот ограниченность. Я вот верю в такое понятие, как финансовая свобода или достаток, или избыток. Вот я размышляю о жизни и вспоминаю времена, когда еще я не знал о жертвах, я не знал о том, что благоволение Божье может явиться на человеке, и что каждый человек, он может вот приносить Богу жертвы и приносить их правильно, так, чтобы сама жертва, она была свидетельством твоей веры, и сама жертва приобретала тебе благоволение. И когда это узнал, я начал жертвовать, я верил. Я реально увидел через время, как Бог, Он начал очень сильно благословлять меня. Я помню, как я приехал в гости в Нигерию, в Лагос, к пророку тебе Джошуа. Я взял с собой жертву, это было очень давно. Еще в Днепре я был. И вы знаете, друзья, я взял с собой, помню, 15 тысяч долларов. И для меня тогда это была хорошая сумма. И когда мы встретились, я благословил его этими финансами. И потом мы как-то общались. И долго общались, молились. И в какой-то момент он сказал: ты вернешься домой, и у тебя будет так много денег, как никогда еще не было. И это не изменится, так и будет. Я помню, как какие-то мысли пришли сразу: ну откуда они возьмутся, эти деньги, как они могут появиться. Но удивительным было то, что я вернулся, это была середина февраля. 16 февраля, я помню, мы проводили в ДК «Шинник» служение. Такой курсейд исцеления. Ну, как сейчас помню, 3 марта. И каким-то чудом к 3 марта у меня был дом за 350 тысяч долларов. И я купил уже машину за 100 тысяч долларов. Чтобы вы понимали, до этого у меня были машины там 5-8 тысяч долларов, может, стоили. Может, 10. Может, чуть больше. Я уже точно даже не помню, но вот в том районе. Как такое произошло? Сверхъестественно. И в самом деле деньги начали приходить. В самом деле чудеса начали твориться. Я вот, размышляя о жизни, думаю о том, как же тяжело людям, у которых нет финансов. Ведь когда у тебя нет денег, я помню это состояние, и я понимаю сегодня многих людей, которые находятся в плену нищеты, под родовым проклятием нищеты или наведенным проклятием нищеты. Когда нет денег, ты уничижен.
реально уничижен. Такое вот ощущение, что деньги, они как будто бы делают так, чтобы ты не имел какой-то свободы, что кто-то, он может себе там позволить развиваться, позволить себе идти вперед, позволить себе даже вот приобрести что-то. Но когда у человека нет денег, девушка, женщина, да, она смотрит дорогой бутик, и она даже туда не заглядывает, она проходит мимо. Как будто бы этот бутик – это для другой категории людей. Она идет в сток. Секонд-хенд. И выбирать себе там вещи. Я помню, как я выбирал вещи. И когда, помню, я нашел однажды куртку там в секонд-хенде, и она была такая красивая куртка, я был такой счастливый. Это было, ну, прям такое приобретение. Она стоила там абсолютно там мелочь какую-то, но я считал, что... И знаете, вот эти вещи, которые с нами происходят, когда у нас нет денег, они ведь в самом деле нас унижают. Я вам рассказываю свои размышления. Я, бывает, вспоминаю, как однажды я стоял на дороге, и ехали машины. Я был тогда в Перещепино. А это было за Новомосковском. Ехали машины по трассе. Я помню, приехала одна машина, и так быстро-быстро проехала, километров 120 в час. Вторая машина приехала, иномарки такие. И у меня такая мысль в голове, что это люди, они как будто бы вот между мной и ими какая-то невероятная пропасть. Они как будто с другой планеты вообще. Мне даже тяжело понять, каким образом они живут и каким образом может быть, чтобы они вот ездили на таких машинах и так быстро. Я очень любил машины, это как с детства, знаете, вот даже мечта какая-то была, да, автомобиль там. Я когда рос, я был неверующим мальчиком, поэтому свой первый автомобиль я угнал в 13 лет. Знаете, и это было что-то смешное, конечно, меня поймали сразу. Но я говорю о том, как я любил машины. И вот по машинам даже я как-то судил. Вот кто-то судит по каким-то другим вещам. Но удивительно то, что отсутствие денег, оно поражало меня. Отсутствие денег уничижало меня. Отсутствие денег делало меня второсортным. И я даже помню, что вот даже поговорить с кем-то, у кого есть деньги, это считалось что-то. Конечно же, я был научен Богом, как мне нужно делать. Я начал жертвовать. Я стал человеком, который отказался от помощи других стран, там, Канады, Америки и так далее. Я сказал, что я сам буду давать им деньги. Я в это поверил, когда у меня не было ни копейки денег. Но я сказал, никто из них не заплатит за меня никогда в кафе. Никогда. За всю жизнь. Я принял такое решение. К этому, конечно, меня привел Бог. Но, возможно, сегодня вот кто-то слушает мои размышления о жизни и думает, ну как быть мне? Вот я тоже вот переживаю вот эти уничижения, переживаю вот этот момент, когда ты ограничен в финансах, когда ты как будто бы связан, когда ты хотел бы вот так вот просто зайти в магазин и купить, что ты хочешь. Я вспоминаю, как мы приехали на конференцию в Киев с Сергеем Янышем. После собрания мы пошли и зашли в кафе. Но кафе было таким дорогим. Мы с ним взяли меню и, получается, начали читать. И вы знаете, как читают меню люди, у которых нет денег. Они смотрят сначала на цену, потом они смотрят на то, что можно купить.
Я посмотрел на цены, я даже не смотрел на то, что сколько стоит, я только суп вспомнил. Там был очень дорогой суп. Это одно, что я сказал Сергею. Сергей, давай по старинке, как обычно, возьмем кефир, булочку и нормально поедим за углом. Я помню, как Сергей сказал, нет, мы должны сейчас сесть и как богатые люди начать мыслить и поесть. И я помню этот момент. Мы в самом деле сели, и деньги там остались, как говорится, да, которые могли остаться в кошельке, остались там. Но что-то произошло. Знаете, я вот понимаю сегодня, насколько человеку бы хотелось смотреть не на цены, а смотреть на блюда. Смотреть не на цены, смотреть на вещи. Смотреть не на цены, а смотреть на автомобиль. Реально ли нищему стать богатым? Реально ли? Но если я, будучи нищим, я стал богатым, я стал процветающим, я считаю себя процветающим человеком. И я просто увидел место в Библии, которое вот сильно мне помогло. А Первое Царство, 2 глава. Посмотрите. 8 стих 2 главы. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа, смотрите, основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Он говорит, из праха подъемлет он бедного. То есть настолько беден человек, настолько беден. Говорит, из брения возвышает нищего. Настолько нищий человек, что он в грязи, буквально в грязи. У него нет квартиры, у него нет машины, у него нет денег, у него нет ничего, у него кредиты, долги, и он не знает, как с этого выбраться. Вот оно брение, то есть это грязь, это уже все. Но он говорит, из брения возвышает нищего. И тут дальше посаждая с вельможами, и престол, понимаете? Раньше какой престол? О каком престоле может идти речь у нищего человека? Но здесь говорится, престол славы дает им в наследие. И вот здесь уже интересно, ты начинаешь понимать, что Бог, Он силен изменить твою ситуацию. Бог силен все сделать по-другому, перепрошить твою жизнь, буквально дать тебе переродиться, буквально дать тебе новое. Вот вы знаете, такой секрет я понял, что ты найди Бога, найди, где Он действует и что Ему нужно, и стань для Него вот ответом. И моментально ты начнешь процветать. Вот это удивляет, но я вам скажу, вот это то, что я в жизни своей обнаружил. Я столько был уничижен, я столько был, друзья, я даже вот вспоминая, как мы с Викторией боялись зайти в молитвенный дом, потому что мы всем должны были. Мы так стали и стояли, и боялись зайти. Потому что мы всем должны были деньги, кому 2 рубля, кому 3, кому 5, кому 10. И каждый раз люди на нас, у нас такой уже, как помню, был момент, имидж сложился, что мы берем деньги и не отдаем. Очень плохо. Атмосфера была такая общая, создана какая-то против нас. И я не мог никому доказать, что я бы все хотел отдать, но я не могу ничего сделать. И вот я знаю, но вот когда я вдруг осознал, вот самое главное в жизни, ищите Господа, вот где Он проявляется. Станьте туда, где Он действует. Станьте, вот нужно стать ответом для Него. Нужно буквально найти самого себя в Нем. Я вам подскажу, вот знаете, как бывает такое, когда ты где-то не осознаешь и не видишь, что Бог рядом с тобой, что прямо к тебе Он говорит, но ты закрыт, ты не слышишь. Но одна из вещей, на которую ты можешь обратить внимание,
то, что вдруг ты заметил, ты прикасаешься к этому, и у тебя получается. Ты становишься ответом. И это высвобождает уже какие-то хорошие слова на тебя, которые, вот какие-то хорошие действия, как будто Бог реагирует. Вы должны искать Божьи реакции. Вы знаете, вы прикоснулись к чему-то, вот Божья реакция есть. Прикоснулись к другому, Божья реакция есть. Когда есть Божья реакция, обратите на это внимание и сделайте еще шаг. Когда вы сделаете еще шаг, реакция повторяется. Как, знаете, испытывайте Бога. Вы должны знать, что все, что от Бога, оно как загорается сразу. Оно как загорается сразу. С этого сразу начинает вырастать одно, другое, третье, четвертое. Как моментально обрастает твоя жизнь. Как только, вот если оно не от Бога, то оно всегда, когда плоть горит, плоть, она зарела и тление наследует. Что это значит? Когда происходит этот момент, вот знаете, вот плоть, она раз загорелась, и какие-то плотские вещи. Почему тление? То есть финал. Дальше прикасаешься к этому, а оно никакой жизни тебе не дает. И вот здесь вы видите секрет, что все, что от Бога, оно пребывает вовек. Вам надо знать этот стих. Это 3 глава, 14 стих Екклесиаста. Давайте я вам прочитаю его. Вы сейчас увидите, насколько важно понимать это. Потому что, зная такие места в Библии, вы становитесь вооруженными. Вот почему для процветания нужно искать Бога, нужно сеять, нужно жертвовать. Когда ты слышишь призыв к жертвам, это твой шанс. Кто-то не реагирует. А ты подумай и возьми, испытай Бога. И ты всегда увидишь. Смотрите, 3:14 Екклесиаста. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Вы только посмотрите, он говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». То есть оно имеет постоянство, оно не исчезает. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. То есть это Божья работа в нас, чтобы мы знали, что это делает Бог. Вот знаешь, Бог так делает. Ты процветаешь, тебя взяли, ограбили. А Бог, Он делает так, чтобы ты знал, что если ты процветаешь от Него, то ты процветаешь еще больше, когда тебя грабят. И это то, что в моей жизни происходит. Я пережил это. Ты процветаешь так, как ты не думал даже. И это чудеса, которые делает Бог, чтобы я благоговел пред лицом Его и знал, что это Он стоит за всем. Можно ограбить человека, можно даже воровать Бога десятинами, Библия говорит. Однако, если Бог тебе дал процветание, то никто Бога в этом не ограбит. Господь силен наделить тебя еще большим процветанием. Не сдавайся. Уже сегодня ты увидишь перемены, и твое сердце наполнится радостью. Владимир Мунтян. Друг мой, помни, я с тобой. Даже если у тебя нет веры, помни, она есть у меня. Все, что я говорю, обязательно сбывается. Я благословляю тебя. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян. Я очень-очень рад и искренне благодарен,
когда вы поддерживаете мои руки, когда вы поддерживаете мое служение своими финансовыми пожертвованиями. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас 1000 раз. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян.